Занавес открыт, а вместе с ними культурный объект, где отныне будут проходить все самые массовые мероприятия села. На торжественной церемонии открытия много гостей. Огромный актовый зал заполнен. Первое слово взял глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Обращаясь к жителям, он отметил, что культурное и духовное воспитание подрастающего поколения – это очень важный процесс, и ему нужно уделять особое внимание. Открытие Дома культуры, наличие ФОКа – это говорит о том, что 80% социальной инфраструктуры в селе уже есть. Остается только на вот этих площадках, в этих стенах учить, воспитывать подрастающее поколение, делать все, чтобы молодежь наша была образованной, причем потому что без образования практически ничего нет. И все, что мы творим, конечно, делаем для наших детей. В этом Доме культуры у нас директор, наверное, самый возрастной среди всех директоров, хотя с виду он молодой у нас, но тем не менее. Поэтому опыта тоже поболее. Я надеюсь, что Дом культуры будет таким лидером среди таких домов культуры по количеству кружков, по качеству работы этих кружков, по работе, по всем делам. Ну и, конечно, мы в этом году еще начинаем строить еще 8 домов культуры. У нас практически до конца 2020 года ни одного села не останется, где нет Дома культуры вот такого современного. Ознаменовали открытие культурного центра фестивалем национального этикета «Пилотный проект» от регионального Минкультуры, в рамках которого будет проходить конкурс ингушского танца между всеми домами культуры Ингушетии. Сегодня свои танцевальные умения демонстрировали представители от 3 типов проживающих в селении. Они также проверили свои знания, как правильно исполнять ингушский танец в викторине. Чем были чреваты последствия для парня? Танцы, случайно задев рукавом или рукавом черкесскую девушку. Актовый зал Дома культуры рассчитан на 200 человек, оснащен современным световым и звуковым оборудованием, артистическое помещение для сотрудников, модельное, вокальный кружок, актерский класс. Это далеко не полный список того, что есть в новом Доме культуры. Здесь созданы все условия для досуга сельчан и развития талантливой молодежи. Новый соцобъект построен в рамках реализации федеральных целевых программ «Культура России» и «Устойчивое развитие сельских поселений» и является первым культурным центром в селе. Поэтому нетрудно представить, насколько важен он стал для жителей. Теперь у взрослых появилось место, где они будут проводить свои сходы граждан или другие встречи для обсуждения важных вопросов. Ну а дети, несомненно, будут развивать здесь свое хобби. Фатима Мальсагова уже 3 года как взяла в руки кисть и начала переносить на бумагу красоту пейзажа в горной республике. Если раньше ей приходилось посещать дополнительные кружки в школе или вовсе записываться в другие художественные училища, то сегодня все это позади. В 5 классе нам учительница сказала, что есть кружок в школе по рисованию и можно ходить. Нам Иса Османович сказал, что мы приходили и рисовали. Я дома тоже занимаюсь рисованием, рисую в свободное время. Здесь тоже буду ходить, танцевать буду ходить, запишусь. Каждый ребенок может приходить сюда, развивать свои таланты. Так как здесь есть очень много кружков, каждый ребенок может найти что-то для себя, и не надо ходить в другие города, чтобы развивать свои таланты. Пение, танцы, рукоделие. Теперь у ребят появилась возможность развивать свои умения. Кружковые цеха в дальнейшем обновятся. В общем, будут созданы все условия для проведения досуга и получения знаний. Если дети еще не особо осознают всю значимость этого объекта, то старшее поколение знает, насколько сильно они в нем нуждались. Дети до сих пор не имели возможности для своей творческой реализации. Ведь в каждом ребенке есть определенные свои способности творческие. А когда таких условий нет, чтобы они реализовались и выявились, конечно, ребенок однобокое развитие происходит.
Но теперь у нас имеются возможности по их наклонностям, способностям выявлять и дальше их развивать, эти способности здесь. Либо народ образованный, культурный, не только в плане национальной культуры, национального этикета, а общечеловеческий. В общечеловеческом отношении. И культура, она ведь безгранична. Есть европейская культура, есть общечеловеческая культура, есть национальная и так далее. Вот, поэтому такие объекты дают возможность нации развиваться. То есть детишки, которые сегодня здесь будут сюда приходить, завтра они по-другому закончат школу, они поступят в другие институты, у них другое будущее. Знаешь, кто-то из них будет там, одной профессией, любая профессия почетна, кто-то поступит в хорошее учебное заведение в столице где-то еще. А каждый такой человек для маленького народа на вес золота. Поэтому это огромное значение имеет для нации. Любой такой объект. Это возможность развития малолетства, это будущее наше. В скором времени дома культуры распахнут свои двери в сельских поселениях Алкун и Ашты. Объекты строят по унифицированному проекту. Такое развитие инфраструктуры, считают власти, позволит удержать молодежь в селе. Ну а следующий двойной праздник у жителей Верхней Ачи Луки ровно через год, в первый юбилей нового ДК. Жайдат Кулхоева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.